Идущие по берегу Каспийского моря экологи отмечают, что пропали тюлени. Глава общества защиты животных Азербайджана Азер Гараев говорит, что раньше в Бакинской бухте их было много. Тогда мы насчитали в далеком 2003 году 750 трупов тюленей только в течение одного месяца. Это было ненормально. По оценкам ученых, от некогда обширной популяции тюленей на Каспийских берегах осталось менее 10%. И это лишь один симптом того, какое влияние оказывает деятельность человека на это закрытое море. В окрестностях Баку и в других частях Азербайджана находятся месторождения нефти и газа, составляющие основу экономики страны. Однако их добыча негативно сказывается на качестве воды и фауне. Эти рыбаки знают об этом не понаслышке. Здесь на самом деле много рыбы, хотя вода у берега грязная. Некоторые виды рыбы питаются частичками загрязненной воды и поэтому собираются в этих частях. Рыбаки пока не перевелись, но количество рыбы заметно сократилось. Особенно пострадали осетры с их знаменитой черной икрой. BP тоже как-то участвует в уничтожении рыб. Они делают, значит, сейсмические взрывы в море в поисках нефти. В результате этого весь кормовая база, то есть чем питается осетрина и другие рыбы, донные рыбы, которые идут по дну, эта кормовая база уничтожается. После того, кормовая база уничтожается, рыба уходит или вымирает. Техногенное загрязнение не единственная проблема Каспия. Море страдает и от глобального потепления. Ильнур Сафаров и его коллеги зафиксировали резкое снижение уровня воды, которое они связывают с изменением климата. Распределение осадков начинает снижаться, скажем, на бассейне Волги. Все больше воды антропогенным воздействием, то есть из водохранилищ используется. И в итоге получается, что вода приходит все меньше и меньше, а испарений все больше и больше. И тогда вот почему уровень так резко начинает снижаться. Азер Гараев сравнивает усыхание Каспия с Аральским морем в Казахстане и Узбекистане. После многолетнего злоупотребления Аральским морем в советскую эпоху его площадь сократилась в 10 раз. Все те проблемы, которые в результате бездарной антропогенной деятельности человека понесло на себе вот это Аральское море, в результате мы видим за очень короткий промежуток времени, какие колоссальные изменения произошли. Море практически не стало. Каким большим экологическим, экономическим, социальным последствиям привела вся эта катастрофа. Но есть и другие угрозы. Программа ООН по окружающей среде предупреждает, что в Каспийское море попадают радиоактивные отходы из Волги. Море граничит с 5 государствами, и координирование усилий представляет дополнительную трудность. Однако экологи настаивают, что необходимо срочно спасать Каспийское море и тех, кто от него зависит.